Недавние парламентские выборы в Армении зафиксировали победу правящей партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Избирательная кампания проходила в условиях конфронтации политических сил в стране. Многие наблюдатели подчеркивали нарушения, которые имели место, но, несмотря на это, западные страны оперативно признали результаты выборов. Кампания была весьма враждебной. Отмечены обвинения в покупке голосов и другие нарушения на выборах, что привело к множественным уголовным делам против оппозиционных кандидатов и активистов, в результате чего многие сторонники оппозиции воздерживались от активного участия в кампании. Это наряду с оказанным давлением на сотрудников госсектора посещать мероприятия правящей партии. Правовая основа предоставляет надежную базу для демократических выборов, и администрация выборов пользовалась доверием заинтересованных сторон. Недостаточный контроль и регулирование финансирования выборов ограничили прозрачность и возможность общественного контроля. В Брюсселе исход выборов расценили как подтверждение европейского вектора развития Армении. Каковы истинные причины масштабного маневра, политического маневра Армении, и почему Европейский Союз так яростно поддерживает нынешнее политическое руководство Армении? Это программа «По сути», где говорим о важных событиях в стране и мире. Независимые наблюдатели зафиксировали беспрецедентные случаи давления на политических оппонентов, задержание активистов, препятствование агитации, арест ключевых фигур из политических оппонентов. Даже чиновники Евросоюза приезжали и в ручном режиме пытались контролировать избирательный процесс в Армении. Это мог заметить любой, кто как-то был в повестке, отметила официальный представитель МИД России. Тут вам и так называемые миссии быстрого реагирования на гибридные угрозы, и массированный десант для проведения политических шоу в Ереване в начале мая текущего года, в самый разгар как раз предвыборной агитации. Звонки Урсулы фон дер Ляйен 4 июня, которая срочно подсобирала денег для поддержки Армении. Ну и, конечно, вишенкой на торте стал пресс главы представительства Европейского Союза в республиканский ЦИК перед началом подсчета голосов. В общем, ради необходимого результата в Брюсселе с легкостью закрыли глаза на все, что называется демократией, принципами, законностью. Забыли, выбросили в ведро собственные лозунги о невмешательстве во внутренние дела суверенного государства, о невлиянии и невовлеченности в электоральные процессы суверенных народов. Для постороннего зрителя это значит, формальная процедура голосования была проведена, но некоторые эпизоды ее были искажены в пользу действующей власти. Важно не столько лозунг «Победа», а процесс легитимности процесса. Именно этот дефицит фиксировали наблюдатели. Примечательная реакция лидеров западных стран, которые направили свои поздравления Николу Пашиняну, проигнорировав критику независимых международных наблюдателей. И это не случайность, а часть широкой логики. Западная дипломатия готова закрыть глаза на процедурные нарушения ради геополитической выгоды. А выгода для Запада – это отрыв стран Южного Кавказа от России. А цель Запада – это создание проевропейских опор для южных границ России. Опыт показывает, что для Брюсселя важнее устойчивый западный курс, чем соблюдение демократических процедур. Современные напряженные отношения между Арменией и Россией создают риски для стран Южного Кавказа, которые необходимо трезво оценить. Во-первых, геополитическая нестабильность на Южном Кавказе делает регион уязвимым для внешнего давления и информационных атак, что создает угрозу для традиционных союзов. Во-вторых, если допустить, что Армения окончательно смещается в сторону Запада, это приведет к новым напряженным отношениям между Россией и Арменией. Это заставит Россию перераспределять дипломатические и военные ресурсы, что несет потенциальные последствия для безопасности Республики Абхазия. Говорили о том, что Европейский Союз сегодня это уже не то экономическое интеграционное объединение. Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране. И, конечно же, мы на это обращали внимание и продолжаем обращать внимание наших армянских коллег, друзей, союзников, чтобы они подумали, что они делают. В-третьих, экономические риски, санкционное давление.
Нарушение логистических цепочек может нанести ущерб экономической привлекательности региона, а также нанесет урон туристическому потенциалу Абхазии. Победа на выборах – это не только табличка с процентом, это цена, которую общество платит за метод ее достижения. Когда внешние акторы принимают результаты выборов вопреки очевидным нарушениям, это отражение их геополитических устремлений, а не безупречная поддержка демократии. Мы должны понимать, что по отношению к нашей стране тоже будут приниматься двойные стандарты, и мы должны быть готовы к сценариям передела сфер влияния в регионе и вместе с Россией строить защиту, собственную суверенную защиту, политическую, экономическую, информационную. Это была программа «По сути». Увидимся через неделю.